Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В селе Хуну в Момском районе строят 2 жилых дома в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 19-25 годы. Всего 30 квартир. Строительство близится к завершению. Сколько еще квартир будет введено до конца текущего года по этой программе? Об этом и не только. Гость студии Виталий Акопов, заместитель министра строительства Республики Саха-Якутия. Виталий Робертович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какими нацпроектами занимается Минстрой Якутии? Министерство строительства Якутии на сегодняшний день занимается 5 национальными проектами. Это культура, здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда. По линии Министерства строительства строятся практически все социальные объекты по данным проектам. В прошлом году мы ввели 45 объектов, в том числе 39 объектов социального значения. Это у нас 11 школ, 2 детских сада, 11 объектов культуры, 2 здравоохранения, 11 спорта и 1 здание социального обеспечения. В рамках указанных национальных проектов на сегодняшний день запланировано строительство 33 объектов и 81 многоквартирного дома. На 2023 год плановое значение ввода жилья в республике установлено в рамках 650 тысяч квадратных метров. Из них 350 тысяч – это жилье многоквартирное и 350 тысяч – жилье частное, индивидуальное. Согласно статистическим данным, на 1 августа 2023 года жилье в республике построено уже 319 тысяч квадратных метров, при этом 144 тысячи составляет многоквартирное и 175 тысяч индивидуальное. Мы выполнили планово 49,1% от общего объема строительства. По программе переселения ожидается ввод в эксплуатацию 111 многоквартирных домов по всей республике. Ну, очень серьезные данные. Но вот если говорить о реализации плана, как думаете, будет ли он полностью выполнен? Он будет выполнен и, возможно, даже чуть-чуть перевыполнен. Есть такие надежды, мы к этому стремимся. Угу. Вот в Якутске планируется строительство еще одного микрорайона. Расскажите, где появится новый микрорайон спортивный, и какие социальные объекты будут там? Проект комплексного развития микрорайона «Спортивный» предполагает включение в себя территорий кварталов 2А, 2Б, 2Г, 4А, 4Б, 4В и 17-й квартал. Решением о комплексном развитии территорий, принятое распоряжением правительства от 28 февраля 2023 года номер 149, в текущем году планируется начать снятие обременений земельных участков, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Непосредственно застройка микрорайонов начнется с 2024 года. Планы полностью подготовлены. Мы на сегодняшний день утвердили объем строительства всей социальной инфраструктуры этих микрорайонов. Там будет как минимум 2 школы на 550 мест, 2 детских сада в общей сложности на 550 мест. И также там будет спортивный комплекс с общежитием и муниципальные здания. То есть это достаточно крупный проект. Вот что касается развития инфраструктуры, какие планы вообще стоят? Инфраструктура именно этого района? Да, именно дорожная инфраструктура. Дорожная инфраструктура. Остановки. Это все участвует в общем объеме генерального плана развития этого района. То есть все благоустройство, включая малые формы, включая остановки, магазины, это все будет внутри этого района. Мастер-план сейчас уже вывешен на сайте, его можно посмотреть, с ним можно ознакомиться. Если есть какие-то предложения, пожелания, можно их высказать, мы в конечном итоге можем их учесть.
Вот программа переселения из аварийного жилья является на сегодня одной из самых востребованных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Вот сколько домов уже введено с начала года? По всей республике у нас большая идет программа в 2023 году накопительным итогом, учитывающим показатели 2019-2022 годов, подлежит заселению 30 880 граждан у нас заселяется в новое жилье. Общая площадь составляет 555 540 квадратных метров. Аварийный жилищный фонд у нас достаточно большой. К сожалению, он продолжает расти, потому что мы производим оценку новых ветхих зданий, которые входят в аварийный фонд. Соответственно, по состоянию на 10 августа 2023 года переселено 27 860 человек. Это составляет 90,2% из 525 400 квадратных метров. И что в свою очередь составляет 94,6% общего аварийного жилищного фонда. На сегодняшний день по этапу 22-23 годов на территории 9 арктических районов ведется строительство 15 многоквартирных домов. Приблизительно 301 квартира будет. С общей площадью застройки 14 440 квадратных метров. В том числе это Абыйском районе 1 дом, Анабарском 1 дом, Алихановском 1 дом, в Верхнеколымском 2 дома, в Верхоянском 2, Жиганском 1, Момском 2, Среднеколымском 2 и Винно-Бытайтайском 1. Ну вот это примерно тот... Да, Алаяховский, Винно-Бытайтайский район. Да. Угу. Также на этапе 23-24 годов на территории 11 арктических районов планируется строительство 26 жилых домов. С общей площадью жилья 21 751 квадратный метр. Если говорить о районах, то это будет охватывать практически все наши заполярные районы. На сегодняшний день это составляет приблизительно 26 жилых домов. С 23 по 24 годы в республике планируется ввести 32 многоквартирных дома, общая площадь которых составит 46 900 квадратных метров. Это будет приблизительно 711 квартир. Ну, объемы серьезные. Вот какие кварталы планируется расселять в Якутске в ближайшее время? В Якутске это будет как раз-таки квартал 2А, 2Б, 2Г, 4А, 4Б, 4В и 17-й квартал. При этом в настоящий момент решение принято по кварталам также 31, 53, 2А, но это я уже перечислял, а также принято решение по кварталам 96, 93, 94, 55, 55А и 69. Во всех этих кварталах есть ветхое жилье. Количество его у нас периодически меняется, еще раз говорю, потому что проходит обследование и идет подтверждение состояния данных зданий и сооружений. Поэтому в данный момент накопительным итогом расселяется 2970 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 34 970 квадратных метров. В конце 2023 года в городе Якутске планируется ввести в эксплуатацию 8 многоквартирных домов общей приоритетной площадью 8130 квадратных метров. И это у нас будет 1 дом в Гагаринском округе и 7 домов в Звездном, сектор С. Это будет комплексная застройка со всем благоустройством, организацией дорожной сети. Мы сейчас как раз решаем вопросы по подведению туда инженерных коммуникаций, дорог и системному обеспечению движения транспорта. То есть это дома для переселенцев, можно сказать, да? Да. Вот сколько составляет финансирование программы переселения в этом году?
На 2023 год всего по действующим этапам программы предусмотрено 34 миллиарда 779 миллионов 760 тысяч рублей. По состоянию на 15 августа 2023 года из указанной суммы освоено 13 миллиардов 979 миллионов 230 тысяч рублей. Это вот общие наши оборотные на сегодняшний день капитальные вложения в развитие объема переселения жилья. Вот такой интересный вопрос. Могут ли попасть в программу переселения из аварийного жилфонда частные дома? Частные дома, к сожалению, не могут попасть. И дело в том, что согласно второго федерального закона номер 185 о фонде содействия реформации жилищного коммунального хозяйства, аварийным жилищным фондом считается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года, 2017. Таким образом, в программу переселения не включаются аварийные дома частного сектора. Они не вошли в тот перечень на 1 января 2017 года. К сожалению, это так. Ну и давайте еще раз поговорим, вот как обстоят дела с переселением из аварийного жилья в арктических районах. Вы сказали о строительстве домов, как о переселении дела обстоят? В арктических районах ведется постоянно обновление жилищного фонда. Мы практически во всех арктических районах выполняем функциональную программу сноса старого аварийного жилья и строительства нового. Общий объем в арктической зоне у нас превышает на сегодняшний день порядка, наверное, 12 миллиардов общих вложений на организацию строительства жилья в арктической зоне. Это вот такой объем перспективного. Ну, средства действительно серьезные. Да. Желаем реализации всех планов, чтобы планы у нас были завершены, все дома построены, а все, кого должны расселить, обязательно переселены. Виталий Робертович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешной дальнейшей работы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.